После Нового года будет отключаться аналоговое вещание, и Юрган работает только на аналоговых каналах, и в цифровых каналах нас не будет. Нас можно будет посмотреть только в кабельном телевидении или на спутниковом телевидении «Триколор». Юлия Данилова, как и сотни других жителей Кайгородского района, уже подключила спутниковое телевидение «Триколор». Информация о том, что Юрган теперь есть в «Триколоре», среди сельчан разошлась быстро. Выросли продажи тарелок, спутникового оборудования и в местном магазине бытовой техники. Спутниковое телевидение, в частности «Триколор», это наилучшее решение для труднодоступных населенных пунктов, потому что там нет современных средств приема телевидения, таких как кабельное телевидение или как интернет-телевидение. И в том числе наземный сигнал туда не везде доступен, там не рентабельно ставить какие-то мачты. И поэтому спутниковое телевидение – это просто отличное решение, и фактически единственное решение для таких населенных пунктов. Здесь же, на сентябрьской ярмарке в райцентре, о новом поколении уже цифрового телевидения рассказали сотрудники регионального радиопередающего центра. Около их палатки с телевизором всегда были любознательные сельчане. Для многих телевидение сегодня единственный источник новостей. Что городской житель, что сельский, тут нельзя подразделять. Любой житель заинтересован в цифровом телевидении, заинтересован в качественном изображении. Уже сегодня жители и Кайгородского района, и всей республики могут бесплатно смотреть цифру. Аналог себя изжил, а потому именно в развитие цифрового телевидения федеральный центр готов вкладывать деньги. Целевая программа работает уже с 2009 года. В результате прием обязательных общедоступных телеканалов без абонентской платы стал возможен для всех. В своих телевизорах они увидят четкую картинку и гораздо большее количество программ, нежели раньше, потому что у нас распространено было 1, 2, 3 программы. Сейчас это 10 программ отличного качества. В городах Сыктывкар, Ухта, Воркута это 20 программ. Ну и в ближайшее время осенью ожидаем 20 каналов повсеместно на всей территории Республики Коми. Большинство современных телевизоров поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в котором транслируются бесплатные мультиплексы. В удаленных населенных пунктах, возможно, понадобится усилитель, а вот если телевизор старого образца, потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку. Счастливым обладателем такой приставки стал житель Подзя, на ярмарку пришел за овощами. Еще 15 комплектов приемного оборудования от регионального радиопередающего центра будут разыграны среди читателей районных газет. Хочу, чтобы телевизор качественно показывал и звук, и изображение. Очень хочу. Технически регион полностью готов к переходу на цифру. Оборудовано 85 объектов цифрового вещания. Здесь уже работают новые системы для приема и передачи сигнала, смонтированы сверхмощные антенны. К примеру, Кайгородская мачта покрывает населенные пункты в радиусе 60 километров. Виктория Палкина, Дмитрий Ведеренков, телеканал Юрган, Кайгородский район.